Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Переболевшие коронавирусом могут стать донорами антиковидной плазмы крови. Расскажем, где принимают плазму для лечения больных. Не для приема внутрь. Антисептик, которым отравились жители Татинского района, сняли с продажи. Профориентация для людей с инвалидностью. Финал национального чемпионата «Обилимпикс» стартовал в республике сегодня. Жители республики, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами антиковидной плазмы крови для лечения пациентов. Об этом сообщил заместитель гендиректора республиканской больницы номер 1 Станислав Жирков. Прием доноров плазмы крови проводят ежедневно, а для этого необходимо обратиться в станцию переливания крови на 3-м этаже клинического центра РБ номер 1. По словам врача, антитела действуют в организме от 2 до 8 месяцев. Переболевшим коронавирусом якутянам следует исследовать организм на ответную реакцию, отметил он. Впервые антиковидную плазму использовали при лечении коронавируса в Якутии в сентябре. Тем временем в Хангаласском улусе еще в 2 образовательных учреждениях наладили производство защитных экранов для лица. В первую очередь экраны создаются для работников школ, детских садов, но уже поступают заявки от населения и других организаций. Подробнее расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Первыми в Улусе противовирусные экраны начали изготавливать и затем раздавать коллегам сотрудники школьного технопарка при Актемском научно-образовательном центре. Затем к ним присоединились Покровская средняя школа номер 1 и Улусный центр дополнительного образования детей. 3 учреждения даже поделили зоны сбыта защитных экранов. Например, Актемский научно-образовательный центр должен обеспечить экранами школы и детские сады долины Эркени. Покровские школы будут обеспечивать Покровская школа номер 1. Они уже все изготовили. Ну и у нас поступили заказы с Синской школы, с 5-й Марджагальской школы, Качакатской школы, Дюша и управления образования. На сегодняшний день Центр доп. Образования детей изготовил порядка 100-150 защитных экранов при помощи недавно приобретенного лазерного станка. Кстати, лазерный станок, а также фрезерный аппарат, дроны и оборудование для занятий робототехникой закупили благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. Процесс изготовления защитного экрана следующий. 1 лист ПЭТ-пластика помещается в зону обработки станка. Лазер по шаблону выжигает составные части экрана, которые затем скрепляются резиновой лентой. Из 1 листа ПЭТ-пластика можно за 3-4 минуты получить до 6 готовых изделий. За 2-3 часа можно штук 150-100-150 сделать. Потому что лазер тоже нагревается, она уже нагружается. Защитные экраны собственного производства Центр доп. Образования детей реализует за 150 рублей розничным покупателям и за 130 рублей оптовым. О производстве противовирусных экранов узнали местные жители и уже подходят закупаться для личного пользования. Вот эту маску я сначала по телевизору видел, а потом по ютубу посмотрел и приехал сюда, чтобы для внуков, для семьи. Напоминаем, защитный экран – это дополнительный барьер для вирусов. Носить его стоит вместе с медицинской маской. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Состояние 2 жителей Татинского района республики, которые отравились антисептиком, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Ранее 9 человек в Татинском районе отравились спиртосодержащим антисептиком. 7 из них скончались. Также 1 летальный случай от отравления данным средством зафиксирован в Алданском селе Угаян. По данным фактам возбуждено уголовное дело против производителя антисептика, который находится в Свердловской области. Согласно результатам химанализа, выявлено содержание в средстве почти 70% метанола, что не соответствует требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора по республике постановило снять с реализации опасную продукцию. На сегодняшний день все мероприятия, контрольно-надзорные мероприятия и разыскные мероприятия, они продолжаются. Совместно с органами полиции нами проводятся рейды. Причиной отравления послужило употребление внутрь кожного антисептика для обработки рук пролонгированного действия. На маркировке, на этикетке данного антисептического средства было указано, что
в составе содержится 70% спирт без указания вещества. На сегодняшний день управлением Роспотребнадзора возбуждено 2 административных расследования и в отношении индивидуального предпринимателя в Татинском районе, и в отношении юридического лица в Алданском районе. Сегодня в 2 районах республики произошли пожары, в которых погибли люди. В селе Бердигистях Горного района огнем уничтожен многоквартирный жилой дом. Пожарные эвакуировали из здания 33 человека. Большинство из них разместились у родственников. 10 человек определили в пункт временного размещения. Спасти дом не удалось. Строение полностью уничтожено огнем. Для расследования обстоятельств и причины пожара в Горный район выехала оперативная группа. Второй пожар возник в результате взрыва в одном из боксов в гаражном кооперативе «Радуга» в Нерюнгри. В результате взрыва повреждены и разрушены несколько гаражей. 1 человек погиб. Прокуратура Республики Саха-Якутия организовала проверку по факту пожара в селе Бердигистях Горного района. Возгорание произошло в 11-квартирном жилом доме 2009 года постройки, расположенном по адресу село Бердигистях, улица Советская, дом 30/1. В результате пожара дом огнем уничтожен полностью, предварительно погиб 1 человек. Причина пожара устанавливается. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Взято на контроль вопрос обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара. Служба занятости предлагает помощь в трудоустройстве. Среди мер поддержки – организация временной занятости и общественной работы. На временную занятость могут рассчитывать сотрудники предприятий, находящиеся в зоне риска увольнения. Это те, кого уведомили о сокращении, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты или работает на предприятии, где введен неполный рабочий день. На общественные работы могут трудоустроить якутян, которые ищут работу и обратятся в службу занятости, а также безработные граждане. Работодатели, организующие общественные работы, получают субсидию для возмещения затрат на частичную оплату труда. В программе могут принять участие более 1000 человек. Запланированная численность трудоустроенных составляет 1080 человек, из них 150 человек на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, и 890 человек – это на организацию общественных работ безработных граждан и граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Предварительно у нас работа была уже проведена. Сейчас проводится второй отбор. Прием заявок завершен. И будет объявлен 3-й отбор для работодателей, которые трудоустроили за 3 месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. Финал 6-го национального чемпионата «Обилимпикс» стартовал сегодня в республике в очно-дистанционном формате. Состязания пройдут в 3 возрастных категориях по 18 компетенциям. Среди них мультимедийная журналистика, лечебный массаж, кондитерское дело, ресторанный сервис и другие. Финальный конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья продлится до 29 ноября в 2 городах – Якутске и Нерюнгри. Напомню, региональный чемпионат «Обилимпикс» проводится у нас в республике с 2016 года. Это национальный чемпионат уже. У нас региональный прошел еще весной. До пандемии, слава богу, да, поэтому однозначно было проведено качественно, нормальным образом, поэтому студенты на сегодняшний день, конечно, это прошло достаточно времени, и вот проведение однозначно очень большую роль нам, значит, играет российский совет по проведению чемпионата. Организация по всей России – это очень хорошо как бы поставлена работа. В Нижнем Бестяхе завершился 2-й конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». 4 дня мастера воплощали в жизнь свои ледовые проекты. Несмотря на суровые условия, виртуозы превращали огромные глыбы льда в произведение искусства. В конкурсе «Новогодняя фантазия» приняли участие команды из 6 районов. 3-е место с композицией «Чисхан» заняла команда Верхневилюйского района. 2-ми стали представители Мегино-Кангаласского улуса, а победила в конкурсе команда Намского района с композицией «Теплушка». Наша фигура называется «Теплушка», посвящена 75 лет победы Великой Отечественной войны. Там изображена фигура человека, солдата, который возвращается с войны домой на этой теплушке, которая перевезла очень много людей, оружия и стала подспорьем нашим войскам для победы. Прекрасная погода, отличная встреча
ну и хороший лед. Мы работали в удовольствие. 30 ноября отметят День хомуса. Праздник вышел далеко за пределы Якутии. Вот уже который год его отмечают и москвичи. О музыкантах, хомусах и варганах из столицы России передает наш СОБКОР в Москве Айсана Бурнашова. В свои 5 лет юный хомусист Артур уже умеет играть в разных стилях, от традиционного якутского сыя-тарды до ритмичного эстрадного направления. Мальчик также поет и голосом природы, имитируя звуки птиц и животных. Артур живет в Москве, но каждый год гостит в Якутии. Впервые хомус он услышал в 2018 году именно там, на родине предков. Всего за 2 года мальчик сумел овладеть музыкальным инструментом. За плечами хомусиста и выступления на разных площадках Москвы, включая концерты Алены Подлужной и фестиваль в Зарядье. Артур признается, на сцену выходит без капли волнения. Потому что я боюсь, мне уже не 3 года, 5 лет. А раньше боялся? Да. Раньше боялся, да? А в Заряде, когда выступал, страшно было? Ну, вообще, если честно, он крайне редко с кем-то занимается. Ну, вот, Алена всегда занята, и мы, к сожалению, редко с ней видимся. И вот когда видимся, тогда она пытается ему что-то рассказать, объяснить. То есть он сам черпает. Вот он все то, что слышит. Впереди мальчика ждут новые выступления и открытия. И несмотря на свой юный возраст, он уже планирует связать свою жизнь с хомусом. Когда я вырасту, буду музыкантом. Я буду гастроли делать и выступать по всем странам. Да, ради бога, это же его жизнь. Как хочет, пусть строит. Мы только поддерживать все начинания и радоваться, когда дети счастливы. Светлое будущее эксперты сулят и хомусу. Они отмечают, благодаря звукотембральному разнообразию и сохранению национальных традиций, число желающих играть на хомусе из года в год будет только расти. Якутию можно считать двигателем прогресса, потому что у вас умеют привлекать внимание к инструменту, плюс у вас деятели культуры вот, прошлых поколений, они хорошо очень поработали над этой темой, у вас еще к этому подключен административный ресурс, что тоже очень важно. А у нас вот до этого еще не доросли. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь в курсе новостей.